Добрый вечер. Это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый, может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры Дамир Уразаев из Томска и Альфия Кедрачева из Новосибирска. Привет. Здравствуйте. Уровень знания татарского языка у меня слабый. В этой программе я бы хотел проверить свои знания. Победа – главное участие, по-моему. Дело в том, что у меня вот недавно бабушка к нам переехала, и с ней мы общаемся, конечно же, по-татарски. В татарском центре крайне редко, к сожалению, удается поговорить, потому что не все в нашем татарском центре владеют нашим родным языком. Но мы учим его по воскресеньям. Четко по воскресеньям мы и говорим по-татарски. Ребят, правила игры очень простые. В первом туре вам будет предложено 10 слов перевести с русского языка на татарский. При этом каждому слову я буду давать 3 варианта ответа. Если вы отвечаете правильно, получаете 2 балла. Если отвечаете неправильно, то из оставшихся 2 вариантов правильный вариант выбирает ваш соперник. И если он уже отвечает правильно, то получает дополнительный 1 балл. Все понятно? Да. Тогда мы начинаем. В эфире телеигра «Переведи». Let's do it! Перед вами 2 темы. Нужно будет выбрать одну из них. Кто будет выбирать, решать вам. Я уступаю право. Ой, я как раз хотела. Животные, пожалуйста. Животные, пожалуйста. Да, только не архитектура. Тема «Животные». Играем с Альфией. Итак, первый вопрос. Как на татарский язык переводится слово «кошка»? Пси, эще, кеше. Очень нравится первое слово. Очень нравится. Мы его и возьмем. Первое слово очень нравится, такое милое, няшное. Пси. И это правильный ответ. Эще это кислый, а кеше это малый, маленький. Играем с вами, Дамир. Как по-татарски будет слово собака? Эт, ит, от. Эт, ит, Ит. ит. То есть не эт, а ит. Ит. И не от, а ит. 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 Вы уверены вообще? Ет. Эт. Эт. Е. Эт. Так эт или ит? Ит мясо. Ит мясо. Да, действительно, очень многие люди часто попадаются на эту уловку. Это правильный вариант ответа. Действительно, эт это собака, ит это мясо, а от это лошадь. Играем с вами, Альфия. Как же по-татарски будет слово корова? Сорок, кеже, сыер. Сыр. Сыер. Да. А вот сыр сауган бар ма? То есть когда-нибудь корову доили? Нет, не Козу пробовали? доила. А хотели Корову попробовать? нет. Да, почему бы нет? Я бы с удовольствием подоела. Ну, козу вообще прикольно доить. Козу да. вообще прикольно. А она так брыкается, это ужас. Пробовали? Да. Это было весело. Я, конечно, понимаю, что доить козу может быть продуктивно с позиции молока. Это может быть необходимо с позиции сельского хозяйства. Но то, что прикольно, я слышу впервые. Но, тем не менее, друзья, надо попробовать. Сыер – это корова, считает Альфия, и это правильный ответ. Кежа – это коза, а сорок – это овца. Играем с вами, Дамир. Как же на татарский язык переводится слово «курица»? Хорга, тавок, кугарщин. Тавок. Тавок. Почему тавок? Ну, просто знаете, потому что... А вообще, в деревню ездите часто? Да. Итак, тавок, курица, и это правильный ответ. Да, действительно, тавок – это курица, хорга – это ворона, а кугарщин – это голубь. Играем с вами, Альфия. Как на татарском будет лиса? Фил, тюльке, сайскан. Соберитесь. Что произошло, Альфия? А я не особо-то грамотная в этом отношении. Вы же веб-дизайном занимаетесь. А это самое главное, лису, да, знать по-татарски. Ну, конечно, там же есть этот Firefox. браузер Firefox, да, абсолютно верно. Давайте 3 варианта еще раз. Еще раз 3 варианта. Может, еще 3 варианта? Просто те же самые давайте лучше. Фил, тюльке, сайскан. Давайте 2-й вариант. Тюльке. Почему? Ну,
А есть, кстати, татарская версия браузера Firefox? Нет, по-моему. Ну, давайте сделаем Fire, только какая-нибудь. Fire, утлы только. Забавно получается. Лиса это только по версии Альфии. И это правильный ответ. Действительно, филь это слон, а соискан это сорока. Играем с вами, Дамир. Подскажите, пожалуйста, как по-татарски будет волк? Аю, буре, щепщак. Буре. Буре? Почему буре? Почему не щепщак? Думаю, буре. Думайте, буре. И он думает правильно. Аю это медведь. Буре это действительно волк, а вот щепщак это большой, огромный воробей. Вот. Играем дальше. Как же по-татарски, Альфия, будет слово рог? Кстати, вам знакомо слово рог? Да, но я не знаю, как он будет. А откуда вообще вам знакомо слово рог? Его могут дуть, если это тот. А вы замужем, кстати? Нет. А, нет. Нет. Ну, тогда... Работаю активно над этим, да. Активно работаете? Активно, как любая девушка, работает над этим. А да. все девушки над этим активно работают? Естественно. Господи, Они боже живут мой, а я только хожу этим. такой и думаю, почему все девушки вообще даже не думают об этом, а мне Они кажется, только об активно этом и работают. думают, да. А как, в чем эта активность проявляется? Они шифруются. Шифруется? Конечно. А как? Они вот делают так вид, что они спустиком этого не ходят? хотят. Они делают вид, что они этого не хотят. А, да? Мгм. Как Но так? я не знаю, как будет по-татарски рок. Сейчас будет пальцем небо. Но у меня есть 3 варианта, я могу помочь. Давайте. Нгс, угс, биль. Вообще полный ноль. Как полный ноль. Вообще, нгс, угс, биль. 3 варианта. 3. Я, честно, этих слов ни разу не Ну, слышала. как вы думаете, что бы у вас появилось, если бы у вас появились рога? Наверное, мугыс какой-нибудь. Наверное, Вот мугыс это какой-нибудь. проблема, так проблема. Самое удивительное, что если бы у Альфии появился МГС, у нее действительно появился бы рог. И это правильный ответ. Вы прям чувствуете, куда Чувствую, надо ткнуть пальцем? МГС это действительно рог, угс это бык, а биль это поясница. Вот такая вот истина. Играем с вами, Дамир. Переведите на татарский язык слово копыта. Йон, тояк, туяк. Йон, тояк, туяк. 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 Почему? Why? Точно не Нищий. знаю, думаю, туяк. И это правильный ответ. Да, действительно, туяк это копыта. Туяк это палка, а йон это шерсть. Итак, последний вопрос первого тура для вас, Альфия. На данный момент вы идете без ошибок. Что, Дамир? Что вы? Сейчас как что нужно говорить. А, да? Да-да-да. Переведите на татарский язык слово ящерица. Вот, я же говорю, вы сказали все правильно. Урмякуш, лайлаш, кальте. Как можно знать, как будет ящерица? Вы вообще когда-нибудь видели ящерицу? Нет, ну нет, видела на картинках, А, но вообще в мне руках как-то не держали? доводилось. Нет. А в Сибири вообще есть ящерицы? По-моему, есть, но я... Мне кажется, карликовые. Ну, может Просто в быть, Сибири все маленькие карликовое. Вот такие вот маленькие. Кроме совсем. зарплат. Зарплаты огромные, а все карликовые. Если Деревья бы кар- зарплаты были огромные, А, нет, да? нет. Уважаемые друзья, все, кто искренне пытается поехать работать в Сибирь, А что, они искренне пытаются ехать да в очень Сибирь? много. Вот Да вы, я как вас девушки, умоляю. пытаются искренне, шифруясь, выйти замуж, Все также искренне многие едут люди в Сибирь. пытаются поехать зарабатывать в Сибирь. Я вас Абсолютно верно. умоляю. Поэтому, Ящерицы, может быть, есть маленькие, но я не знаю, как это слово. вот как вам думаете, вот ящерица, она ползет же, да? Да. Как вы думаете, вам кажется, что вот урмякуш ползет? Такой вот, хвостатый, если... Ну, давайте так, по-другому. Они просто могут все ползать. Да. Хвост. У ящерицы отрывается хвост. Да. Как вы думаете, у урмякуш отрывается хвост? У лайлаш отрывается хвост? Или у кальте отрывается хвост? Что-то с кольта, мне кажется, что-то там кольта пук, и оторвалась. Какой вариант ответа вам нравится больше? Кольта не нравится мне, да? А? Мне же не нравится вариант кольта. И я уж не знаю. Давайте, может быть, первый вариант все-таки. То есть вам кажется, урмякуш отрывается хвост? Ага. Нет, все-таки мне у второго варианта не нравится, как отрывается хвост. У лайлаш. Да, вот не нравится. Уверены прям? Уверена. Откуда такая уверенность, я не могу понять. Ой, не могу. Бедный лайлаш. Без Итак, ваш вариант ответа?
Ике. Ике. Лайлаш. Пусть будет Лайлаш. Это неправильно. Долго старалась, работала над этим. Действительно. Всё Вот пустое. поэтому вы до сих пор может, не в том направлении стараетесь. Так же стараюсь. Да. Плохо. Ладно, Может, я учту. И замужество в другом направлении нужно как-то. Я учту, да-да-да. Все говорят, в жизни это опыт. Да-да. Но, тем не менее, есть возможность заработать дополнительный балл у Дамира. Дамир, как вы думаете, ящерица, у которой отрывается хвост, это урмякуш или кальта? Пусть будет урмякуш. Пусть будет урмякуш. Я впервые увидел урмякуш, у которого оторвался хвост еще в глубоком детстве. И с тех пор я понял, что это был не урмякуш, потому что хвостов у урмякуша нет. Это неправильный вариант ответа. Нет, неправильно. Ящерица – это кальта. Урмякуш – это паук. Если вы представляете хвост у паука, ну, это забавно. А лайлаш в вашем случае – это слизняк. Фу. 10-й вопрос. Дамир, тут ситуация такая. Если вы сейчас правильно отвечаете на последний вопрос первого тура, вы в первом туре на 2 балла обходите Альфию. Поэтому есть смысл стараться. Кстати, вы женаты? Нет. Старайтесь. Дамир, переведите на татарский язык слово «бобер». Кондос, юмран, батбалдак. Кондос, юмран, батбалдак. Пусть будет второй вариант ответа. А? Второй вариант ответа. Второй вариант ответа. То есть вы искренне думаете, что бобер – это юмран? Это неправильно. Альфия, есть шанс Отыграться. обойти на 1 балл Дамира. Не то что отыграться. У вас сейчас равное количество баллов. Как же по-татарски будет бобер? Вы вообще представляете себе бобра? Так я видела. Вы видели бобров? Да. А вы ели бобров когда-нибудь? Нет, зачем? Вы знаете, что бобров едят вообще? Нет. Охотятся на бобров? Наверное, жесткое мясо очень. Жесткое мясо? Я не ела. Ну, я не знаю. Мне таулук достаточно. Того достаточно, да? Понятно. А как вы думаете, бобер – это халяльное мясо? По-моему, я не знаю, если они мертвечину не едят, то, наверное, может быть. Какая разница, если сделать халяль, все как по правилам, то будет халяль. Если они не едят мертвечину, не То есть питаются- свинину тоже можно халяль сделать? И свинины нельзя, это единственный запрет. Вы меня не Единственное. подкололи. Не проколол, да? На самом деле не только свинину, очень... Еще змею, по-моему, и обезьяну нельзя, там много вариантов. Медведя нельзя, Да вы что? конечно. Вот Хищник. видите, уже не зря день прожит. Итак, бобер – это кондос или батбалдак? Давайте будет первый вариант. Кондос. А что, слово батбалдак не нравится? Это тоже нравится, но мне же тоже, опять же, палец в небо как-то двигается. Ох уж Эти чувствительный у нее палец. Это правильный вариант ответа. Действительно, бобер по-татарски будет кондос. Юмран – это суслик, а батбалдак – это перепел. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, на данном моменте закончился первый этап нашей телевикторины. По итогам первого этапа, Дамир, у вас 8 баллов. Альфия, у вас 9 баллов. Это телеигра «Переведи». Не переключайтесь. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале. Добрый вечер. Меня зовут Ильсур Нафиков. В эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Дамир Уразаев из Томска и Альфия Кедрачева из Новосибирска. Первый тур позади, и по итогам этого тура впереди Альфия. У нее 9 баллов, у Дамира 8 баллов. Впереди нас ждет второй тур. Правила второго тура очень просты. Сейчас перед вами появятся 2 темы, нужно будет выбрать одну из них. Выбирает традиционно по итогам первого тура тот, у кого больше всего баллов. Это вы, Альфия. После этого у вас будет также 10 слов, но в этот раз надо будет перевести их с татарского на русский. Я облегчу вам задачу, предложу 3 варианта ответа. Если вы выбираете правильный, получаете 4 балла. Если вы выбираете неверный, то из 2 оставшихся ваш соперник имеет возможность заработать дополнительные 3 балла. Все понятно? Да. Ну что ж, впереди второй тур. Телеигра «Переведи». Канал ТНВ. Let's go! Дамир, Альфия, перед вами 2 темы – медицина и фрукты. Выбирайте вы, Альфия. Аналогично.
конечно, фрукты. Играем фрукты. Как скажете. Воля ваша. Итак, второй тур, тема фрукты. Играем с Альфией. Альфия, как с татарского языка переводится слово «щие»? Вишня, черника, земляника. Давайте, наверное, пусть будет земляника. Нет, стоп, нет, это не земляника, там было другое слово. А какой первый и второй вариант? Вишня, черника, земляника. Давайте черника, у меня как раз со зрением проблемы. Полезно будет. Альфия решила, что щия – это черника. И это неправильный ответ. Дамир, вы можете не просто догнать, вы можете обогнать соперницу. Как же с татарского языка переводится слово «щие»? Вишня или земляника? Вишня. Вишня. Это самый серьезный участник нашего проекта. Его взгляд пронизывает стены насквозь. И он решил, что это вишня. И попробуйте тут поспорить, ведь он прав. Действительно, щия – это вишня. Черника – это кара-жиляк, а вот земляника – это куаин-жиляга. Дамир, играем с вами. Как с татарского языка переводится слово кура-жиляга? Клубника, малина, слива. Клубника. Клубника. Кура-жиляга – это клубника. Да. Прям 100% уверен. Не совсем. Не совсем. Ну, да. Голову на отсечение даете? Нет. Правильно. Голова-то дороже. Тем более, что ответ неправильный. Альфия, отыгрываемся. Ну Еще... да, у нас там пинг-понг. Кура-жиляга – это малина или слива? Я думаю, это все-таки слива. Слива. И это неправильный ответ. Мы решили по нулям. Мы, сибиряки, друг друга не подставляем. Понятно. Ну, в данной ситуации он пока взял ваш вопрос. Кура-жиляга – это малина. Вот. Слива все-таки это слива. Я вас спешу обрадовать. Да вы что? Да. Круто. А вот клубника – это жир-жиляга. Играем с вами, Альфия. Как с татарского языка переводится слово «балан»? Калина, банан, укроп. Ну, давайте калину, у нас же фрукты. Укроп-то То есть, явно по-вашему, не фрукты. а банан чем? Банан, наверное, останется банан. Это интернациональное слово. И на английском банана. Чего вдруг татарский-то будет другое слово? Ну, логика здесь какая-никакая присутствует. И это правильный ответ. Ура! Действительно, балан – это калина. Вот. А банан по-татарски действительно так и будет банан. конечно. Укроп так и будет укроп. Карате. Укроп. Играем с вами, Дамир. Подскажите, пожалуйста, как с татарского языка переводится слово «кавон»? Яблоко, дыня, арбуз. Ну, или какой-нибудь свой вариант предложите. Дыня. Дыня. Серьезный парень, серьезный ответ. Сомнений ноль. Это правильный ответ. Да, действительно, яблоко – это алма, арбуз – это карбыз, а вот дыня – это кавон. И играем с вами, Альфия. Как с татарского языка переводится слово «карлыган»? Есть такое слово «карлыган». Не смотрите на меня таким взглядом. Красивые слова. И у нас тоже. Хочу сказать, что татарский язык наш общий. Да-да-да. Карлыган – это инжир. Карлыган – это крыжовник. Карлыган – это смородина. Может, смородина? Любите Мне слово смородину? «кар» почему-то про чернь захотелось подумать. Что черная смородина. Все, давайте, я уже немножечко устала. Давайте будет смородина все-таки. Смородина. Да, сначала хотела смородину. Раз уж вы сначала хотели смородину, пусть она вам и поможет. Это правильно. Инжир так и будет инжир. А крыжовник так и будет крыжовник. Все абсолютно просто. А вот смородина так и не будет смородина. Будет карлыган. Да. Дамир, играем с вами. Как с татарского языка переводится слово «хырмя»? Виноград, финик, курага. Курага. То есть хырмя – это курага. Да. Это ни в коем случае не виноград. Это ни в коем случае не финик. Это точно курага. Да. Вы уверены в этом? Уверен. Видимо, мне удалось, и это неправильный ответ. Альфия. Итак, как с татарского языка переводится слово «хырмя»? Виноград, финик, курага.
Ну, курагу же он сказал, и это Ну было да, неправильно. курага уже точно нет. Давайте, может быть, финик оставим. Нет? Финик. Вы любите финики вообще? Да, да. Мы- А они вас? Разговение получается, Да. когда вот-вот. И это правильный ответ. Действительно, хурма это финик. А курага это курага. Ну а виноград это виноград. Некоторые говорят юзюм. Вот такая вот специфика. Играем с вами, Альфия. Как с татарского языка переводит слово коражимеш? Черемуха, папайя, чернослив. Давайте черемуха пусть будет. Черемуха. То есть, по-вашему, черемуха. Черная ягода. Черемуха. Я думаю, для черемухи у татар должно быть слово. А это будет сейчас в данном случае. Вот это буквально Коражимеш. 10 секунд. Давайте смакуем. Можно Смакуем, меньше. друзья. Это неправильный ответ. Намир, все просто. Теперь уже да. Коражимеш – это чернослив или папайя? Чернослив. Чернослив, не папайя. Нет. Абсолютно правильно, это чернослив. И вы зарабатываете дополнительные 3 балла. Черемуха – это шуморт. Действительно, есть отдельное специальное слово. Ну, а папайя так и будет. Папайя. Удивился. Играем с вами, Дамир. Скажите, пожалуйста, как с татарского языка переводится слово «рык»? Гранат, абрикос, персик. 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 То есть вы считаете, что «рык» – это персик? Да, нет, не знаю. Мне нужно подумать. Вы такое ощущение, как будто вам предложение будет сделали абрикос. руки и сердца. Абрикос. Это правильный ответ. Действительно, абрикос – это рык. Персик – это шафталу, а вот гранат – это анар. Играем дальше, играем с вами, Альфия. Скажите, пожалуйста, как с татарского языка переводится слово «мук-жиляге»? Как еще раз? Мук-жиляге. 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 Сейчас опять да. Мук-жиляге. Давайте посмотрим, как он переводит. Брусника, рябина, клюква. Мой счастливый палец хочет Мой счастливый сказать, палец. что это будет третий вариант. Клюква? Да. Почему бы нет? Почему бы и нет? Нет. Какие еще есть 2 варианта? Брусника и рябина. Давайте брусника пусть будет. Раз уж мы Брусника? там собирали бруснику, сейчас вспомнили про нее. Шикарная логика. Просто не поддается объяснению. Это неправильный ответ. Итак, Дамир. Как же переводит слово мук-жиляге? Клюква или рябина? Рябина. Ладно, рябина так рябина. И это неправильный ответ. Мук-жиляге это клюква, конечно, действительно. Брусника это нуарат-жиляге, а рябина это миляш. Ну что ж, идем дальше и играем с вами, Дамир. И это последний, 10-й вопрос 2-го тура. Как с татарского языка переводится слово брлиган? Костяника, ежевика, черника. Ежевика. Ежевика. Это неправильно. Альфия, соберитесь. Да. Вы можете заработать дополнительные 3 балла. Это очень необходимо. Так, Брлиган вариант. это костяника или черника? Песня есть такая. Давайте пусть Да, будет... есть такая песня. Да. Брлиган, Да. брлиган. Давайте первый вариант. Костяника. Да. Вы представляете себе костянику? Она красненькая. А вторая у нас какой была? Черника уже. Черника, да. Черника это моя любимая. Нет, давайте лучше костяника. Да. Костяника. И это правильный ответ. Действительно, брлиган это костяника. Ежевика это кора брлиган, то есть черный костяника в данной ситуации, да, если дословно переводить, это будет ежевика. А вот черника, мы уже сегодня проходили это слово, это кора жиляк. Да. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, в этом раунде вы набрали одинаковое количество баллов, по 14. Сибирь. Впереди нас ждет финал. Итог за 2 тура. 22 балла у вас, Дамир, и 23 балла у вас, Альфия. Дорогие друзья, не переключайтесь. Канал ТНВ, телевикторина «Переведи». Скоро вернемся. Вы смотрите телевизионную игру «Переведи». Это игра, в которой победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодняшние участники Дамир Уразаев из Томска и Альфия Кедрачева из Новосибирска подошли к финалу практически с одинаковыми баллами.
все решит финал нашей телеигры. Альфия, Дамир, сейчас перед вами появятся две темы. Выбирать традиционно будет человек, у кого больше баллов по итогу целиком игры, 2 туров. И это вы, Альфия. После этого вам по очереди будут заданы вопросы. В общей сложности 10 слов. Их необходимо перевести с русского языка на татарский. Но тут сложность. 3 вариантов ответа вы от меня не получите. Подсказок не будет. Все серьезно. Очень драматично. Вот. Поэтому в случае, если вы отвечаете правильно, вы получаете 4 балла. И если нет, то право ответить на этот вопрос получает ваш соперник. И в случае правильного ответа он получает 5 баллов. И это серьезный разрыв. Здесь нет права на ошибку. Все понятно? Уважаемые друзья, это финал телеигры «Переведи». С нами играют Дамир и Альфия. Это Last Battle. Let's go. Дамир, Альфия, перед вами 2 темы: время и география. Альфия, вы выбираете. Давайте географию. Давайте географию. Раз уж география вашей жизни так широка, давайте поиграем в географию. Как по-татарски будет Казань? Казан. Казан. И это правильный ответ. Это уже вопрос? Да, естественно. Дамир, вам чуть посложнее. Как по-татарски будут Челны? Щелны. Челны. Челны почти правильно, но неправильно, друзья. Альфия, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов. Как будет Челны Я по-татарски? думаю, щеллы будут. Как? Щеллы. Щалла. Щалла, и это правильный ответ. Играем с Альфией. Альфия, как по-татарски будет Нижнекамск? Я не знаю, честно. К сожалению, я не могу пока дать ответ. Сейчас назову некрасивое слово, и жители Нижнекамска обидятся на меня. Действительно, чтобы не обижать жителей Нижнекамска, мы дадим возможность ответить на этот вопрос Дамиру. Дамир, как будет Нижнекамск по-татарски? Не скажу точно. Не скажете точно. Не точно говорить не надо. Да. Нижнекамск по-татарски будет Тубянкама. Дамир, играем с вами. Все просто. Как по-татарски будет Чистополь? Чистополь. Не знаете. Альфия? Нет. Сразу видно, географии Татарстана у вас не было. Чистополь по-татарски будет Чистай. Чистай, да. Играем с вами, Альфия. Как по-татарски будет Зеленодольск? Недалеко от Казани есть город такой, Зеленодольск. Яшель-Дель? Яшель. Яшель-Шахаре, может быть. Яшель-Шахар, может быть. Да. Зеленый город. Кстати, песня была такая. Изумрудный. Да-да-да. Город зеленого цвета. Это гимн Зеленодольска. Нет, к Неофициально. сожалению, нет ответа. Пусть Дамир попробует. Пусть Дамир попробует. Тоже нет ответа. Яшель-Узен. Вот правильный ответ. Зеленодольск по-татарски будет Яшель-Узен. Ну что ж, теперь ближе к истине, Дамир. Как по-татарски будет Астрахань? Точно не скажу, но пусть будет Астрахан. Астрахань. Как? Астрахан. Астрхан. Yeah. И это правильный ответ. Да, действительно, Астрхан – это Астрахань. Следующий вопрос уходит к вам, Альфия. Тут все сложнее. Как по-татарски будет Вятка? Вы знаете, Вятка, река такая есть? Да. Но я не знаю, Вы как она когда-нибудь будет вообще по-татарски. видели Вятку? Нет. Нет, не видели? Нет, Вы нет. как себе ее представляете? Да течет себе, течет. Большая, широкая, узкая? Наверное, среднего размера. Но я не знаю, как она будет по-татарски. Как так? А я уверена, будет какое-то специфическое слово. Совершенно Почему? не связанное с Вяткой. Потому что... Потому что... Дамир, ваша попытка, как будет Вятка по-татарски? Тоже не скажу. Тоже не скажете. А Что он ж не вы- скажет, что он... Мне кажется, мне кажется, он, в тайне держит, просто не скажу, не хочу. Вятка по-татарски будет Нократ. Играем с вами, Дамир. Как по-татарски будет Свияга? Нет. Свияр. А? Нет. Как? Свияга? Свияжск? Свияр. Нет. Альфия? Егэ. Свияга. Оригинальный вариант, Альфия, с вами тут не поспоришь, это неправильный ответ, безусловно. А так Свияга правильно будет Зие. Зие. Играем с вами, Альфия. Как по-татарски будет Каспийское море?
Как море будет? Давайте вот с простого пойдем. Да я думаю, там совсем печально. Ну, давайте попробуем. Может, Дамир знает? Вот давайте Дамиру дадим Дамир, как возможность. будет море? Давайте Каспийское море нам нужно. И соединим эти два слова. Хазар Дингиз. Только Дингезе. Это правильный ответ. Хазар Дингезе – это Каспийское море. Дамир, это последний вопрос в этой игре, и это вопрос ваш. Итак, как по-татарски будет Средиземное море? Вариант ответов? Нету. Нет. Альфия, играем с вами. Как же по-татарски будет Средиземное море? Урта Дингизы, Уртащая Дингизы. Альфия, я не знаю, как вы это делаете, но по факту Средиземное море на татарском языке будет Урта Дингес. Урта Дингиз. И это правильный ответ. Мы засчитываем этот вариант ответа. По итогам сегодняшней игры у Дамира 31 балл, у Альфии 37. Альфия, я поздравляю вас с победой. Дамир, вас с участием в рамках проекта «Переведи татарский ренапс». Вы молодцы. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, на этом наша телепередача подошла к концу. Я поздравляю вас, Альфия, с победой. Вас, Дамир, с участием в рамках данного проекта. Вы не уходите с пустыми руками. Альфия, вам достается история татар Новосибирской области. Я искренне верю в то, что вы лучше будете знать историю родного края. Дамир, вам я желаю лучше подучить татарский язык и уверен, что русско-татарский разговорник вам в этом поможет. Татары Новосибирск. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. Помните, знание языков еще никому никогда не мешало. С вами была телеигра «Переведи» и я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ Планета и ТНВ Татарстан. Пока-пока.